Знаете, когда тебе из каждого угла пердят про самую сложную игру в мире, рано или поздно ты по-любому клюнешь. Даже если игра на деле может оказаться полным говном. Ничего подобного я в жизни раньше не пробовал, из-за чего я решился на прохождение третьих душ, ничего не зная о игре, жанре вообще. Не просто вообще, а я даже не знал о всяких прохождениях на бананах, на телах фэмбоев, на еще каких-то просто великолепных вещах. То есть даже без азов, то, что там кувырок, он дает тебе уязвимость, вот прям чистый лист. Но, как вы понимаете, должен был быть импульс, который заинтересует. И мне Кен скинул вот такой видос с маньякичем. Я не понимаю! Я не понимаю! Да, ведь он привел кучу месяцев мучений, тоннам отснятого материала и миллиарду просто ядерных клипов. Ебать! Ну почему я такой тупой? Да, ну ты сдох! Кстати, сделали гайд на управление с геймпадом, без клавиатуры. Игра начинается с того, что нам пытаются объяснить базовые механики и понемногу вводят в игру. Мы сносим первых крипочков, видим непонятные надписи на полу и пытаемся не ливнуть из игры из-за ущербного управления. Перемещение плюс рывок. Ну, кувырок. Нифига себе, понятно. Так. Я понял, свапаться можно. На. А, я что-то пропустил. Тихо. Позади врага Это что за калище? Ты... М, К, I, У, Э, Т, Р. А, Р. Ого. Р, Л плюс пинок. Плевать на этот пинок, я и без него справлюсь. Сказал чел, который только что зашел в игру. Ну ладно. Зато после этого я решил продвинуться дальше. И вместо похода к боссу локации я завернул не туда. Поворачивайте назад. И чё? А, я щит могу с мечом менять. Коснуться пятна крови. Ну, с кем ты дерешься? Я понял. Ну, я аккуратно пройду. Мне же не обязательно к нему подходить. Ну, я понял. Был неправ. Все, я понял. Я был неправ. Он за мной не пойдет? Ой, нет. Ой, нет, это была ошибкой. Могу ли я этого типа как-то забить? И оказалось, что очень даже могу. Не то чтобы у меня был жесткий план его там как-то забагать, но чудом я все-таки коцаю его по чуть-чуть. Доджа просто какие-то рандомные, нечитаемые атаки. После одной смерти все-таки смог попустить этого первого сложного моба на моем пути. И я был очень рад. Дыши. Ага. Лошара. Оп, оп и оп. На, титановая чешуя. 42,80, ребята, 42. А пробежав дальше, я нашел свой первый костер. Отдых у костра. Костер, это как в сезонах ложки. Активировав который, я поубивал мобов, не понял, как запрыгнуть на какой-то ящик с артефактом или что это, и нашел босса. Правда, я тогда не знал, что это босс. Что меня сейчас и удивит. Смотрите на этого наивного. Это просто статуя, и я вытащу из нее меч. О нет! О нет! О нет! Оп! Оп! Опля! 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 Ой-ой-ой! Говнир, успокойся! Говнир, ну дай мне КД просто, чтобы ударить! Ай! Ой! Это что за говно? Это что за кал? А когда бить? Я вообще не вижу, типа, таймингов, чтобы ударить ее. Это как? Как мне это контрить? Я думал, я этого рыцаря сейчас легко попущу и все. И мне отсюда это проходить. Да, первая попытка не задалась, но я прошел очень даже далеко для меня, потому что с боссами в таких 3D-играх я никогда не дрался. А тут я ему аж половину хп снял, что очень здраво. А сам файт с ним на деле не такой сложный. По сути, игра ставит такого босса, чтобы игрок, выйдя вот после этого файта, умел там банально уворачиваться от ударов, бить и, ну, в принципе, более-менее освоился. Чтобы потом обычные мобы не доставляли проблем. Это мега-туториал такой, знаете, не казуальный как раз-таки. Поэтому вот, я победил его на 12-й попытке, и, блин, это были такие эмоции, я не знаю, я был просто счастлив. Чего? Убил! Наконец-то! Какая же ты конь!
Наконец-то, блин. Как я просто убивал его долго. Это ужасно. Сколько? Час. Офигеть. Но оно того стоило. После этого мы открываем вот такие крутые ворота, убиваем мобиков и доходим до храма огня, в котором нас ждет вот этот мужик, который тоже не горящий, такой как мы, который тоже ищет уголь. Женщина-хранительница огня, торговка, у которой можно продавать там какие-то базовые вещи и покупать, а также кузнец, у которого можно наконец-то убрать из инвентаря голубые хилки и поменять их на огненные, то есть наши, да, рыцарские, не магические эти. Потом я прокачался у хранительницы огня, я влил души вроде более-менее адекватно. И да, те монетки это оказывается души, которые нужны для прокачки. Ну и они здесь валютой считаются. После чего пошел искать путь дальше, то есть мне же куда-то надо двигаться отсюда. И вот тут и начались проблемы. Так как разрабы, видимо, не думали о том, как человек с нулевой сможет понять, куда ему идти. Объясняю почему. В центре этого храма есть костер, но он не активирован, и по нему, ну, особо и не поймешь, что его можно активировать. Поэтому, когда я миллион раз обежал этот костер, потыкал в него мечом, просто сделал вообще все, что можно было, я просто забил, потому что он вообще никак не работал. А когда я загуглил, то узнал, что в него вообще-то надо втыкать витой меч, который мне уже выпал с Гундира. Получается, я могу идти дальше? Нифига. Это игра про настоящий хардкор, чувак. Потому что, оббежав этот костер еще 500 раз, у меня не появилась ебаная кнопка «все равно». Из-за чего я снова, оббегая этот храм, нашел какой-то путь наверх. А поскольку я решил, что это проход дальше, весь мой разум заняла мысль о том, а как мне запрыгнуть на эту крышу? Казалось бы, легкая задача, но никогда у тебя управление дерьма и бег, и прыжок на одном пробеле. Так вы бы еще знали, как это ощущается, это вообще рофл, как говорится разрабам респект. Но когда я осилил этот прыжок дерьма, превозмогая управление, сделанное лучшими людьми на земле, счастье мое продержалось недолго. Потому что, видите ли, Это не проход дальше, чувак. Это секрет. видели бы вы мое лицо в тот момент, когда я открыл обосранный сундук с обосранным кольцом, а до этого фиг пойми как открыл невидимую стену, мать его, what? Чувствуете этот вайбик? Я тоже почувствовал. Особенно, когда еще случайно разбился, как ебал. А потом еще, пока я, напоминаю, искал путь на следующую локацию, я 10 раз слился свинопасу с катаной. Но, к счастью, в очередной раз оббегая мой любимый замок, мою любимую локацию, я решил, что, может быть, теперь я могу активировать костер и, блин, и реально активировал, что? Я клянусь, у меня не было этой кнопки. Наконец-то. Я час пытался просто куда-то пойти. Высокая стена Лотрика. Первая серьезная точка моего пути, на которой я, кстати, застрял надолго. Видите ли, локации уже не относятся к нам как к новичку, а сразу дают серьезные испытания в виде рыцаря Лотрика на спавне, ловушки с каким-то чмом, а также скрытого еретика. Вообще там еще много проблем в виде кучек мобов и дракона, например, но суть не в этом. Суть в том, что локация обучает нас учиться на своих ошибках, запоминать поведение врагов, а также продумывать свой путь хотя бы на минимальном уровне, чтобы банально не слиться от какой-то собаки за роковым углом. Также не стоит торопиться, тратить хилки попросту и, самое главное, бомбиться смертей. Да, жопа горела, и у вас будет гореть, если вы будете проходить, но без них никак. Допустим, дошел ты до момента, до которого не доходил, а тут какой-то сундук. Подходишь, радуешься, а это мимик. Как ты мог об этом узнать? Никак. И таких моментов их очень много. А учитывая простые смерти от ошибок или недостатка скилла, это и делает игру, по многим мнениям, хардкорной. Пока ты не вспомнишь, что можно качаться. Well. Тут вообще-то есть шмотки, тут вообще-то есть статы, тут вообще-то, ну, я про это забыл. Поэтому, тренируя и бегая локу, я даже не подбирал свои души, я забил на них, я просто ходил, всех бил и ничего не получил, кроме опыта, который тут бесценен. А ведь я мог не забивать на души, подбирать их после смертей, прокачиваться, и мне было бы значительно проще. А я, считайте, ел суп вилкой. Но хоть мне было и тяжковато, именно в этот момент, во время тренировок, во время того, как я доходил все дальше и дальше, я распробовал
игру. Появился азарт, появилась цель. Попустить этого пуджа в центре локации. А еще именно в этот момент я и начал вливать души в статы. Плюс обнаружил, что оказывается я могу носить снарягу, выбитую с мобов. После чего прокачал себе статы, прокачал переносимый вес и полностью оделся в сет брони Лодрика, которая мне уже навыпадала в огромном количестве. Поэтому, зацените мой нарядик. Плюс я себе поукреплял, что мог. Это просто небольшие улучшения оружия или чего-то там. И казалось, все, я сейчас буду всех просто выносить. Но нет, я далеко не бессмертный, а просто стало чуть-чуть больше шансов выжить при ошибках. Ну и дэмэджа больше. Все. В тот момент я уже и привык к локации, и более-менее там привык к ударам, ко всему, стал реже умирать, поэтому и смог дойти до первого босса. Ворта и Снежной долины, который, на мое удивление, оказался очень простым. Да, есть почти шотающие атаки, вот этот его спам бегом, охлаждение, но весь этот шлак контрится тем, что если бить его в пузо, он получает огромный урон. Ну еще можно кувыркаться. Разве что непонятно, когда он доделал тычку и уже просто готов как бы принять удар. А то я бывало замахивался и мне давали по лицу. Это единственное, что меня беспокоило в файте, ну кроме волнения, конечно же. Но весь рофл в том, что основная проблема это не босс, а путь к нему после смерти. Потому что спавнишься ты не возле входа к боссу, а у костра, на котором у тебя последнее сохранение. То есть, чтобы прийти к Ворту, по уму мне надо сделать просто гигантский путь. Но из-за того, что я случайно нашел и открыл шорткат, путь к нему значительно проще. Поэтому босс уже был побежден с 3-й попытки. Я забыл, что можно фокусить цель. Она лучше отхилиться. Валяйся просто. Сколько мне с него дадут? Мне ничего не дали? Мне ничего не дали? 3300? А чё так мало-то? Чё за босс сраный какой-то? Враг, я не знаю, босс. Это чё за кал? Респект. Ладно. Поселение нежити же у меня началось намного бодрее и лучше, чем первая локация. И я очень быстро, даже без смертей первое время, продвигался по локе. Действовал грамотно, ошибок не допускал, даже вон начал анализировать на ходу, что очень полезно, но трудности все-таки были. Такие как мелкие, с окурками на башке, особенно когда их больше, чем один, и подобные скопления мобов. Да, они контрятся супер элементарно, просто выцепляешь по одному убиваешь, но я тогда даже не знал, что бомбочку и другие элементы байта можно поставить в быстрые слоты, а не кидать вот так через инвентарь, как ебла. Кстати, я так делать буду еще очень долго. Поэтому и приходилось идти в ближку, рисковать, допускать ошибки, а если на тебя еще и выскочит бабка, которую ты видишь впервые, то вообще смак. Ой, дамочка. Сказал я и офигел от ее скилла и очень теплых обнимашек, плюс ее булавы. А вообще я рад, что не сдох от нее, потому что пройдя дальше с эффектом угля, который сильно увеличивает хп и дается либо за использование вот этого предмета, либо за убийство босса, я обосрался. Потому что в следующей части локации на каждом шагу попадались эти консервы со скелетами. А потом у меня вообще развилась паранойя, который рэпер. И я бил все эти клетки без разбора. Согласитесь, имба, да? А ко мне еще присоединялся какой-то фантом или игрок, я вообще не понял, что это. И я еле как, но его попустил. После чего оказался в еще более вайбовой ситуации. Смотрите, я даже подготовил презентацию. Слайд 1, слайд 2, Слайд 3. слайд 4. Меня, кстати, убило не копьем и не каким-то мобом, а я упал в пропасть от крестьянина с вилкой большой, я не знаю, как это называется. Зато после смерти я вернулся, слился 2-й раз, а уже на 3-й раз пробежал дальше, где подрался с вот таким казанчиком. Потом чуть не зафейлил удачный заход дальше и встретил какого-то чела с кувалдой, а также смешного рыцаря. Или кто это? Которого сначала на неожиданности начал бить, а он оказался добрым. Поэтому он был пощаден. Затем я спустился в какой-то подвал, и меня там забил какой-то дряхлый пень, имея в виду дерево. Как бы я его ни лупасил, оно продолжало лупасить меня и вообще поражало размерами. Накидывало мобов, какой-то шлак, какую-то слякоть, каких-то фермеров. Казалось бы, очень сложно, да. Но как только начинаешь понимать его механики, становится гораздо проще. В первой фазе мы просто с ним
дубасимся, а после где-то на середине обваливается пол, и мы деремся вот этой это парашей. смерть. Пень этот будет крутиться, махать руками, прибивать нас как муху, но все же после тренировки босса он отлетает только так. У меня это вообще произошло с 3-го раза, сложности в нем никакой не вижу, опять же, главное бить по шарам. Да, просто легчайше, не почувствовал, просто не почувствовал, легчайший файт. Самый как бы простой, просто изи, легчайший. А затем прошел дальше и попустил ледяного чмыря, который убил меня раз так 10. И он сильно сложнее того дерева, и с него падает вот такой вот неплохой сладенький мечик, который вообще-то многие считают метовым, но у меня тогда стат на него не хватило, а потом я забыл, поэтому я так его и не понял. А пройдя дальше, встретил, возможно, один из самых мерзких этапов игры, который я называю курятником. Видите ли, пробегая следующую местность локации, там на каждом шагу попадаются вот эти мерзкие птицы, которых ты либо шотаешь мгновенно, либо они призовут нафиг всю свою стаю, и ты уже не рыцарь, а избивная бита. Плюс там еще стояла какая-то обосранная подсказка, по вине которой, блин, я как-то смешно умер. Может помочь прыжок. Зато потом, когда я подошел к этой подсказке второй раз, я все-таки додумался, как туда залезть, и просто уничтожил представителя немужского пола серии режущих ударов. Без шансов, как и в жизни. Лайк, если жиза. И подписался быстро, ты это до сих пор смотришь. Так вот, потом я чудом пробежал дальше, до костра, мимо толпы просто кучи голодных, я не знаю, птеродактилей каких-то. И чудом сохранился, просто легенда, вы посмотрите, что он делает. Спасибо разрабам, что хотя бы в этой игре есть чекпоинт, я бы не осилил реально. Ну так вот, после вот этого сохранения чудом я так и не понял, как надо по канону эту локацию проходить. Я даже не подозревал, что меня сейчас ждет. Бедненький вот челик, смотрите, он бежит и даже не подозревает, что его ждет полуболотная лока с неубиваемыми крабами, а также копейщиками из Clash Royale. Плюс там еще маги встречаются, куча разных говноедов, но не суть. Лока хоть и мега мерзкая, но маленькая, поэтому приходится не так тяжело. А после смертей 15, когда я все-таки дошел до основного босса, я понял, что, блин, а дерево это вообще не было боссом, или что это было? Мини-босс? Тут есть мини-боссы? Короче, этот босс ощущался куда серьезнее, и зовут его Знаток Кристальных Чар. Челиха создает своих клонов, метает кучу разной магии, но контрится предиктами и грубой силой. Это же маг, че я тут распинаюсь. Поэтому забил я ее или его чуть ли не с первой попытки и попал в новую локацию, именно новую, не очередное продолжение этой, которую я уже просто ненавижу. А называется она Цитадель Фарона. Чтобы описать эту локацию, я скажу, что это болото, а также покажу, ну, вот этот момент, вот этот. Ну, вы поняли, это, короче, очередная мерзкая лока, которая есть, типа, в каждой игре. Ну, и если вы хотите побыстрее перестать месить глину в параше вместе с мерзкими мобами, то нужно зажечь 3 огня в разных частях этой локации, а после рандомом догадаться, где тут вообще хоть что-то можно залутать. Потому что, ну, чем меньше вы залутаете по дороге к концу игры, ну, типа, тем вы будете слабее, а я хотел как бы быть посильнее, поэтому я задержался на локе, поискал кусочки эстусов, то ли 2, то ли 3 нашел, потом всякие шлак я понаходил, я даже, наверное, показывать его не буду. Зато встретил кучу самых худших мобов в игре. Я не шучу, я не преувеличиваю. Это худшая лока в игре. Все эти мобы либо много дамажат, там почти шотают, вот как это уродище, либо накидывают миллиард дебафичей. Ну и спустя смертей так 30, когда я на фоне посмотрел, я не знаю, полсериала, я какой-то сериал смотрел, я пооткрывал большинство костров, более-менее полутался, и сразу, как только увидел выход с этой параши, наконец-то, мне встретился первый серьезный босс, которого даже показывали в трейлере, ну вот этом начальном сюжетном. Зовут их или его Хранители Бездны. Если бы не костер недалеко от них, думаю, игра была бы заброшена, потому что от костра до босса прямой путь, но на этом прямом пути то ли 2, то ли 3 таких мощных рыцаря, а также горгоны, которые пускают свои газы, которые мега мерзкие, я даже объяснять не хочу. А суть босса в том, что он как бы не один, ты вначале дерешься с несколькими челами, потом один высасывает из них силы, и ты дерешься с одним челом, зато вообще-то файт реально прикольный. Вот первый файт, который реально интересный. Не хардкор, но и не прям легко, то есть заставил меня потрудиться. После локи с червями и разными говноедами, файт с боссом мне казался таким лайтовым, таким приятным, я не знаю, вот искренне. А когда я его победил, у меня было просто, то есть я был, я не знаю, как будто на 10-м небе от счастья. Вот это вот все, это закончилось. Наконец-то сейчас будет крутая локация, ура! Ну нет, тут был подвох. Вместо ледяного дворца
дворца с кошка-женой меня встретила привычная для этой игры канализация с крысами. И несмотря на то, что я прокачался, мобы все равно не давали мне подышать. Скелеты, которые респавнятся при убийстве, мощнейшие ниндзя, которые могут уходить в инвиз нафиг, куча крыс и, в принципе, все вместе встречают, так сказать, с распростертыми объятиями. Не считать, сколько раз я их всех обозвал и сколько раз они меня попустили. Зато я точно сосчитал, что навозный шарик в центре Локи переехал меня всего 3 раза. А еще недалеко от него на меня напали колеса и острые желейки с того болота. Плюс где-то там между ними, после нескольких смертей, я случайно нашел вот такое кольцо, которое уменьшает дэмэдж по мне при малом здоровье. Полезно. Затем же нашел голубого колорадского жука и лутанул с него огненный самоцвет. Такие нам будут встречаться постоянно, и нужны они для прокачки оружия, в основном особенных, необычных. Плюс подрался с вот таким мощным скелетиком. Атаки у него, конечно, красивые, но на деле он лол. После чего пробежал дальше и открыл новые пафосные ворота. И вот она, катсцена и босс-файт. Зовут нашего гик-скелета не из Clash Royale Вальнир. Ну или попусть. Тут как кому удобнее, знаете ли. К счастью для меня, победил я его со 2-й попытки, потому что по механикам он очень простой, но зато такой прикольненький, интересненький. Поэтому ломаешь ему браслетики, хп откусываются, уклоняешься от атак и, грубо говоря, все. Даже пояснять нечего, но босс приятный. А далее, после файта с ним, нам показывают проход просто в красивейший ледяной Dark Fantasy замок. Но снова с подвохом. Правда, в этот раз настоящим. Вместо того, чтобы пустить игрока дальше в красивейшую вайбовую Локу, нас, когда показывали вот этот замок, просто забайтили. Потому что, когда мы на радостях пробежим дальше по мосту, нас, во-первых, встретит буквально дрявая ящерка-дракон, которая здесь только по нашу душу. Куда? А во-вторых, чтобы пройти в этот вайбовейший, замок, нужна какая-то кукла. И вот, представляйте мои эмоции как чела, который люто обожает зиму, Dark Fantasy и все эти такие замки, который всю игру ждал что-то подобное, что мне нужно найти какой-то там проход, какой-то там опять полуболотный Локи, потом исследовать какой-то замок, убить босса, убить гигантов и только потом прийти сюда с этой куклой? What? Хотакбас, а не разработчик. Именно в этот момент был мой 2-й лив из игры на месяц, ибо, это реально неприятно. А если бы я не загуглил и не узнал, как вообще найти эту куклу, игра бы вообще могла быть заброшена. Ибо разраб черт конкретный и сделал максимально неочевидную линейность прохождения, я не понимаю. Так вот, как вообще игрок может додуматься, куда пойти за этой куклой, если он, например, как я, не заметил проход, не знаю. Как они вообще это представляют? Типа, игрок такой идет: о, нету куклы, сгоняю-ка к знатоку кристаллов, проверю, может, за ним проход есть какой-то. И окей, так уж и быть, признаю, в этом есть часть моей вины, действительно. Я прошел мимо очевидного прохода, но он нифига не такой ясный, понятный и видный, что прям каждый его заметил. Я уверен, где-то 60% игроков, как и я, не заметили его, и потом гуглили, куда мне вообще идти, с этим иритилом. Да и если честно, мне кажется, это простая подкормка игрока, дабы он не ливнул с игры. А разраб тем самым добавил времени прохождения игре. Не понимаю, в чем смысл этого запрета на прохождение дальше, но окей. Допустим, я не буду тебе рассказывать про эту мега скучную простую локацию с точно таким же по описанию боссом. Допустим, я это все прошел, а я это прошел. Прокачался посильнее, и вот моя награда. Иритил холодной долины. Да, сейчас я выдал негативчика про игру, но, как мне кажется, именно с этой локации и начинается приятная ее часть. Или, как минимум, развитие. Они канализации, болото и опять канализации. Да, там еще будет подвал этого Иритила, но до него мы еще дойдем. А пока просто оцените эту инфраструктуру. Или, как это сказать, архитектуру. И, кстати, чисто бонусом очень сложных мобов. Скажу честно, я бы назвал их и самыми красивыми, и самыми мерзкими. Типа, да, они очень пафосно и лорно выглядят, что вот их тени там куда-то идут, это опять какой-то лор, там в игре и сюжет, но даже в бою 1 на 1 с ними очень тяжко. А если еще и подключится какой-нибудь дальнобой за них, то вообще балдеж. Люблю, когда из-под земли меня поражает огненный стол. Ну а если серьезно, то сама локация, мобы и все вместе в целом, это прям 10 из 10. Лично меня прям мурашит от этого всего, знаете, вайба темных замков, так еще и зимних, ой-ой-ой.
стоит. И смотря назад, прошел бы я снова через все эти муки ради попадения сюда, черт возьми, да, оно того стоило. Если вы не пробовали третьи души, советую вам здесь побывать. Поверьте, оно того стоит. Ну так вот, пока я тренировал мобов и проходил все дальше, заметил, что произошел резкий скачок сложности. Я не мог, как раньше, быстро все пробегать без смертей и спокойно лутаться, потому что ты сначала дерешься с мощными мобами, потом невидимыми призраками, а потом вообще с рыцарями и паукообразной мерзкой нежитью какой-то. И что забавно, дело не в мобах, а вот именно в сложности. Чтобы привыкать к мобам, требовалось куда больше майндгейма, то есть думать, чем обычно, что меня приятно удивило. Жаль только, когда я продвинулся по локации дальше, весь этот приятный вайп испарился за секунду, потому что я попал в то самое подземелье ретила, о котором я говорил. Очередная канализация. Надеюсь, разрабы будут циклически их проходить в аду, в смысле в Незере. Это я вот пробегаю локацию, удивляюсь, что мобы высасывают мой максимум хп, который я долго стою регеню. Жестко тильтую, потому что локация прям кал, и мобы в ней кал, и она мне не нравится вообще жестко, просто прям кал. Но все-таки по чуть-чуть ее прохожу. Да и к тому моменту я становился все сильнее из-за грамотной траты душ. Сила, ловкость, стамина, хп, вес. Все. Больше тут ничего такого для классического рыцаря не нужно. А с учетом того, что я пошел фармить замок Лотрика, то есть первую локацию еще раз для душ, это вообще кайф. Без сарказма. Мне нравилось, что я без проблем попускаю тех мобов, которые раньше мне снились в кошмарах, да и статы становились все выше, поэтому моей целью было обновить себе оружие. Ибо я до сих пор вот ничего более удобного, чем классический меч, так и не нашел. Приятный мувсет, атаки недолгие, такой, знаете, золотой стандарт между всеми этими кинжалами, булавами и вот этими двуручными мечами. Но, к счастью, на его замену у меня уже был достойный вариант. Улучшенная и удлиненная его версия — меч Лотрика. Он мощнее, длиннее, более дамажущий, чем классический меч. Поэтому ради него я и пошел фармить первую локу. Не чтобы выбить его, он у меня был в больших количествах, а чтобы добить себе стат и прокачать количество переносимого веса до 5, поскольку при перегрузе ты перекатываешься как мешок с картошкой. Ну и спустя часа так полтора я все нафармил, и моим постоянным мечом стал меч Лотрика. Что вообще-то, если смотреть вперед, было ошибкой. Пересматривая футажи, когда я бегал и фармил, мною только сейчас стало заметно, почему тот ретильский меч считают имбовым. Он, когда я с ним фармил, сбивал атаки врагам, сбивал с ног и, в принципе, как будто на ранг выше. Но я почему-то тогда на это не обращал внимания и бегал с мечом Лотрика, что вообще-то не ошибка, он тоже отличный, но, как я понимаю, все-таки чуть-чуть ошибка. Прохождение с этим снежным мечом было бы куда проще, но окей. В прошлое все-таки не вернуться, поэтому я пошел проходить дальше, без того потенциала, который мог иметь. Жаль. Зато благодаря мечу и прокачке я быстро вырвался из этого подземелья и снова оказался в более-менее приятной части локации, где подрался с каким-то мега мощным рыцарем и словил огромную стрелу в спину. Ну или в сердце, это куда вообще? А также случайно открыл шорткат и пришел к боссу этой вайбовищей локации, который оказался просто сумасшедшим. Понтифик Салливан. Босс с таким именем должен был дать мне жару, и я был прав, когда так подумал. Чел выглядит очень стильно, у него там один какой-то огненный меч, другой какой-то магический. В принципе, он двигается просто очень мощно. А его эти рандомные атаки, которые непонятно как контрить, вот они тоже неплохо так добавили сложности. И поэтому попыток я на него потратил очень много. Счет не вел, но поверьте, больше 20 точно. Разница лишь в том, что это были приятные смерти, а не какие-то, которые там меня бесили или давали дизмораль. Файтился я с ним на лютом вайбике, на лютом азарте, что меня прям подпитывало. А если я ему сносил чуть больше хп, чем обычно, даже на сантиметр, это считалось для меня отличным траем. Насчет же самого файта сейчас выдам очень ценную инфу, поэтому слушайте внимательно. В первой фазе с боссом у нас идет как бы знакомство. Обычно его многослойные атаки, взрывы, магия и так далее. А вот во второй начинается самый эпик. Он после своего очень пафосного падения создаст клона, который сразу после атаки самого понтифика повторяет лютую его атаку за ним. То есть они постоянно двигаются вместе с небольшой задержкой. И когда босс опрокидывает любую атаку, клон сразу ее повторяет. Поэтому, чтобы выжить, нужно для начала вальнуть клона, потому что забить в файте на него не получится. И поверьте, он вам будет очень-очень сильно мешать. Как я выяснил, лучший вариант — это момент, когда босс переходит во вторую фазу в пафосном падении. В этот момент и спавнится клон. И в этот момент нам нужно намазать меч какой-нибудь там огненной смазкой и просто фигачить его, пока он не придет в себя. Обязательно задевая клон. В файте он нам будет невероятно мешать, а если мы сначала его так вальнем, у нас будет огромное количество времени, чтобы надамажить босса, пока клон не заспавнится второй раз. Но это плохой исход. В идеале можно добить его до спавна еще одного клона. И только не расслабляйтесь, потому что с учетом того, что появляется куча новых атак
как и старые становятся значительно сильнее, счет там идет на секунды. Босса, я думаю, убил с попытки 30-й, реального времени было потрачено около дня, но я не жалею ни секунды на то, что траил его раз за разом. Убил. Я его... Какой прикольный босс, как я кайфанул с него. То есть это не было душно вообще. Это было очень прикольно. А когда прошел дальше, удивился, что попал не в подземелье, и не в канализацию, и не знаю, не в парашу, а в какое-то продолжение этой же локации или типа того. Там я подрался с мини-гигантами, убил каких-то челов, а потом меня унизили реальные игроки. И что это значит? Что делать? А чё они на меня нападают? Вы чё, дауны? Мудак, а зачем он меня убил? Комментарий до постмонтаже. Извините, мне очень нравится, что звук у меня там, как будто я сижу в офисе во ФНАФе, нахуй. И впервые увидел затекстурие, пока выдавал мощный удар по мини-гиганту. Прикольно. Затем пробежал по крышам мимо очень мощных рыцарей с теми самыми стрелами в пол меня и попал в мою, спойлер, любимую локу игры. Анорлонда, вы только гляньте на эту лестницу, этот замок, какая грация. Правда, чтобы сюда попасть, пришлось очень долго ебаться с механизмом, который фиг пойми как работает. А также я в очередной раз удивился, что разраб тянет игру, и поэтому проход в локу, конечно же, закрыт. Зато есть другой. Видите вот эту церковь? Вон там спуск. Так вот, смотрите прикол. Как-то можно покрутить эту штуку. А, да, правильно, смотрите. Просто смотрите прикол, реально, как бы я не буду это комментировать. Охеренно. Разрабам респект. Жаль, этот проход никуда не ведет. А вот так канализация в очередной раз ведет. Оказывается, я не нашел какой-то проход, который вел к другой части подземелья Ретила и получил очередную дозу крыс, гигантов. Бля. И мимиков. Поэтому, дабы развеяться, погулял по другим локам и нашел вот такого мега-типочка, с которого получил полезное кольцо. Но об этом чуть-чуть позже. Так вот, в самом подземном Эритиле я продвигался по разным проходам, встретил обычного мимика, потом какого-то нового, так еще и с ловушкой. Это что еще за чмо? Ой-ой-ой. И со мной произошел один из самых легендарных моментов за всю игру. Ать, ты что? Что это за хитроумный рывок? Ну ты чм... Я так и знал! Я так и знал! Ай, блядь, уроды! Ебать! Ну почему я такой тупой? Ради чего я сюда хоть шел? Меня это, если честно, потом развеселило, из-за чего я на плюс морали пошел дальше вырезать врагов, улучшать свой билд колец, про который опять же позже, и задался хорошим вопросом. Сколько я должен стоять выхиливать? Мне интересно. Потом еще навалил базы. Все самому надо делать. Первый должен я подходить к ней, знакомиться. Ага. И встретил самого настоящего Вардена из Майнкрафта. Через стены ты что, Варден? А когда прокачался и продвинулся дальше, заметил у себя новую интересную привычку. Бить каждую, на мой взгляд, подозрительную стену. Лайк, если делаете так в жизни. И заходите в Телеграм, я там каждый день сижу и постоянно с вами общаюсь, спасибо. Ну и, кстати, насчет этих колец. Из-за них у меня появился азарт собрать себе типа мега умнейший билд. Хоть сами кольца представляют из себя просто артефакты, которые дают тебе либо какие-то бафы, либо чуть-чуть прибавляют уровней к статам каким-то. Моей идеей было максимально подготовиться к дальнейшим этапам и пособирать себе самые имбовые. После чего я из интереса заглянул и вот в такое местечко с двумя добрыми дырявыми ящерками. Не сосчитать, сколько раз я там умер и сколькими способами пытался их убить, но спустя время я просто вывез на скеле и залутал вот такое полезное колечко, которое со мной, спойлер, до конца игры, ибо дает всего
по чуть-чуть. А затем я, так сказать, вернулся к истокам, отомстив свинопасу со спавна и купив ключик за 20 тысяч душ, который открывает дверь на вот эту башню. В ней находилась душа хранительницы огня, которую я, конечно, ей позже отдам, но, к сожалению, я так и не пойму, для чего она нужна. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Затем, когда я вернулся к прохождению локации, мною снова стал заметен новый подскок сложности. Причем непонятно по какой причине. Лока вроде и не выглядит как-то мерзко, но как-то давит, что ли, своей пустотой. Как будто идешь по местности, где всех зачистили до тебя. Но изредка, когда мобы все-таки появляются, сразу удивляют. Тут есть каменные животные с миллиардом хп и копьем, которые очень сильно бьют, и по КД спавнятся вообще в рандомных местах. Также тут есть монашки, фигачащие огнем и достающие нож, если ты подходишь ближе. Вот такие руки, пауки, слаймы и все это дерьмо с болота. Ибо да, тут есть своя мини-болотная подлокация. Стерите мне память. Пройдя дальше, меня снова встретили каменные стражи, извиняюсь, каменные мрази, монашки и вот это все по кругу. Пока мы не пройдем мимо кучи валяющегося золота, мимика, а потом второго мимика, а потом третьего мимика. Вы серьезно? А вот и гигант Йорм. Еще один босс, которого показывали в начальном трейлере. Он не то чтобы очень сложный, но файт с ним довольно интересный. На конце арены лежит меч, подобрав который можно легко сносить босса, но пока мы до этого додумаемся, мы будем очень много страдать. Ну или как минимум я. Но все-таки я потом побежду. Побегу. Победу. Ух ты ж, черт. Ну, не, босс, конечно, это самый простой босс, который я сражал. А я тем временем прокачал меч Лотрика аж до плюс 7 и собрал уже вот такие большие статы. 70-й левел все-таки, хвастаюсь. После чего, наконец-таки, мной был открыт вход в очень желанный мной Анор Лондо, где меня встретил добрый паучок, куча веселых мобов, а также сразу же сходу следующий босс. Улдрик, пожиратель богов. Знаю я одного, он был в прошлом видосе. Ну так вот, гляньте, как у меня с ним просто с первого же трая пошел файт. Воу. А ты хорош. Просто ваншот. Инста-смерть на входе. В тот момент я подумал, что он капец какой сложный, раз вот так меня шотнул, когда я просто к нему зашел. И решил получше подготовиться, там все к нему собрать идеально. Но, к сожалению, для него решил попробовать по рофлу его потренировать. За несколько траев я вывел основной шаблон его атак. У него есть ваншотающие стрелы, убегание телепортом, простые удары и там разные вариации вот этого всего. Но знаете, что я вовремя заметил? Что босс маг и очень смачно сыпется, когда к нему подходят в ближку и начинают в тупую лупасить. А если еще и подключить мозг, чтобы делать кувырки от его ваншотающих атак, то босс может вообще показаться простым. Но не дайте себя обмануть. Вообще челик коварный, впервые, кстати, это слово в жизни использую, и может просто так для рофла, когда ты его почти убил, кастануть в тебя стрелы. А они ваншотают вообще всех, как я понял. Поэтому во время атаки держите главной целью выживание. Не выбирайте там какую-то позицию, чтобы потом его лучше надамажить. И поверьте, я знаю, о чем говорю, потому что я пробовал и думал вместо тупого танкования. Чего делать против него не стоит. Но вообще прикольно, что для боссов можно прям сидеть и выдумывать тактику, там, пытаться держаться у спины, пытаться как-то контрить определенные атаки. Вот это прям вайбик имеется, такой, знаете, думать. Найс! Просто молнии против него, причем на мече Лотрика, это прям имбуля. Я не знаю, это, наверное, один из самых простых боссов. Но вот эта атака со стрелами, это жесть. А сразу после победы над ним врубается кат-сцена, которая отправляет нас к бабушке с начала игры. Что? А нет, это босс. Сразу же вот так на ходу. Зовут его Танцовщица Холодной Долины. Или ее. Басиха мега проходная, но думаю, меня, как и вас, удивила такая резкая смена темпа игры. Что до этого мы чисто фигачили мобов, а только потом приходили к боссам, а тут что-то прям босс за босс. Честно, я особо причин не выявил, но как будто челам не хватило бюджета. А с учетом того, как они тянули первые ущербные локации, звучит более-менее логично. Как и смерть босса со второй попытки. А то чё она тут сидит, рыпается нафиг? На! У меня все-таки меч Лотрика, который скелется от силы, благодаря одному самоцвету. А силы у меня ой-ой-ой. Поэтому мне, наверное, настолько легко. Каким-нибудь магом на этом этапе я бы не позавидовал. Особенно на вот этой Локи Берсерка, которая вот так и просит, чтобы я сказал про одну франшизу, но я уже про нее сказал. Смотрите на это солнце. И что здесь вообще с драконами? И что в целом здесь происходит у вас? Не в плане геймплея, что, а в плане лора. Я специально не чекал его, не смотрел всякие пояснения,
пояснение, но мне кажется, что в этом моменте мы же там мир пытаемся спасти и все такое, ему начинает приходить кирдык. У мобов едет крыша, они там становятся такими какашками, которых только бомбами издалека и закидывай. И в целом вайп у игры как будто поехал. Никакой больше тебе элегантности и ледяных замков. Хавай апокалиптическое небо, как говорится, и заедай говно. Тут, походу, прям супер конец света начался. Ну или у меня догадка, что это потому, что мы убили Лотрика. Это и есть замок Лотрика. Поэтому тут такой трэш, скорее всего, и происходит. Который мы, проходя все дальше, будем замечать все больше и больше. Плюс на локации мы впервые встретим крылатого рыцаря. Самого мощного, как я считаю, моба игры. Но одновременно самого легкого. Потому что если приловчиться, то его можно прям бэкстабать. Прям вот раз за раз. А это фарм, а это имба. Так что не за что, куда-нибудь себе запишите. Теперь прокачиваюсь, прохожу дальше. Прокачиваюсь, прохожу дальше. И вот так достигаю прям пика моего рекорда по локации, и происходит следующая ситуация. И именно в этой локе подобных моментов было немало. Как будто она в целом имеет такой вайб сложности и несправедливости, что ли. Поэтому после кучи вот таких моментов, когда мы прям бомбочками вылечим драконов от какашечной болезни и подеремся с кучей мощных рыцарей, мы наконец-таки дойдем до босса. Или нет? Ты серьезно? Мы друг друга убили? Такое бывает? Офигеть. А вот теперь доходим до босса. Доспехи драконоборца. И вот он мне почему-то, в отличие от последних боссов, прям доставил эмоции и хорошо запомнился. Он не сложнее того же Лотрика или Понтифика на своих этапах, но из-за очень агрессивного стиля боя для меня прям выделяется. Мощные атаки, рывки, дальнобой, куча неожиданных атак, даже вот эти драконы вокруг тебя что-то пуляют. В сумме это все дает прям смачный коктейль адреналина, который на первых траях вкидывает эмоции на всю игру вперед. А это что, вторая фаза? Оу! Оу! Тихо. Я не знаю, я на рандомичах часто уворачиваюсь. То есть я пытаюсь предугадать, что сейчас делает босс. Ой! Ой! Так. Хил. Оу! Я не знал, что у него такая атака есть. Оу! 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 Нет, нет, нет. Тихо, 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 тихо. Убил. Просто изи. Стоп, а у него вторая фаза была вообще? Тихо, 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 тихо. Голумилка, обязательно. Слушайте, ну это был простой босс, но прикольный, мне понравился. А почему, я уже объяснил. Пройдя же дальше, я попал в одну из самых именно сложных локаций в игре. В ней нет каких-то заряженных мобов, как в том же Эритиле. Здесь нет прям мерзкого болотища, параши какого-то. Тут проблема в другом. Мобы здесь не сложные, а коварные. Уже второй раз впервые в жизни использую это слово. Ну так вот, смотрите сами. На входе нас встречает знакок кристальных чар, который будет стрелять по нам все время, пока мы находимся в локации, так как тэпается куда-то наверх, а убить разом его нельзя. Потом на нас снова нападут агуски с поселения нежити, и бонусом разрабы нас удивят неубиваемым мобом. Ой! Это еще что за кал? А, я не могу его бить? Ах ты дерьмо, ну что за кал? Также в самой локации врублен режим PvP, поэтому к нам могут опять же ворваться реальные игроки и объяснять, в чем мы не правы. Просто так, для рофла. Что за мувсет такой жесткий у оружки? Охренеть. Меня убьет просто какой-то говноед. Охренеть, ну и... Ох, мудак. Хотел бы я отомстить этому пингующему говноеду. Хальфсаммер, оборачивайся. Ну и всю остальную локу у нас, иногда подкидывая полезный лут, душат этими руками из стен, мощными рыцарями и в целом уже только элитой мобов. Даже опять этих камушков подкинули с бесконечным хп. Я их, блядь, ненавижу. Нет, я просрал 60 душ прямо сейчас. Но зато после, когда мы наконец-то выйдем с места с кучей букв, мы попадем на вот такую вот кровавую арену смерти. Или точнее, замок, на котором есть вот такое место для лютого фарма, но я им пока не пользуюсь. Так вот, пройдя дальше, я увидел вот такой проход к боссу и мега тильтанул, потому что, прикиньте, после смерти вот это все проходить. Но, к счастью, в этот раз я додумался пробежать до двери мимо всех этих мобов, даже без оскорблений, смотрите, и встретил принца Лотрика с очень пафосной катсценой. Судя босса в телепортах. В первой фазе мы его лупасим, а он телепортируется, а во второй он телепортируется и лупасит нас. Ибо подключается его сестра-бабка, или кто это вообще, я не знаю, кто это. Короче, оно на него залезет, отхилит, и теперь в нас еще кастует магию. Не понимаю, почему нельзя было прямо во время катсцены просто подойти ему вот так, просто с локтя. В чем проблема? Нет, он стоит, смотрит, как вот этот чмырек к нему подползает, как будто чел вместе с нами эту катсцену сидит, смотрит, проблемный. Так вот, босс мега динамичный,
сложный и постоянно телепортируется. Сложным его не назвать, он больше скиповый. Но мне понравилась его механика телепортов. Дерешься такой с челом, а он тебя уже за спиной и уже кастует атаку. И надо же еще понять какую, чтобы перекат не вовремя не сделать. А то с такими атаками пара шотов и ты сдох. Но, к счастью, босс позиционируется не как хардкорный или сложный, а как, походу, жертва третьей попытки. Вроде, не знаю, но он точно не сложный, я хз. Но когда я додумался, что делать дальше, и вернулся в храм огня, где разместил головы этих трех боссов на их троны, открылся портал. Мега красивая катсцена, и мы попадаем в... Просто вау. Просто вау. Вау. Ух, ты ж ё... Печь первого пламени. Сколько костров в секунду я открыл? Просто вау. О, это же этот босс, да? Офигеть, у тебя задержка раскрутки, братан. Ой. Так нечестно, мудак. Ух, нифига у тебя атака. Ты чё, даун? Это что такое происходит? А когда у него окно именно, ну, для удара, там, его же бить надо, типа? Охренеть. Ты чё, ты, братанчик, успокойся. Ну, блин, ну ты чё? Короче, финальному боссу я слился, благо попыток бесконечность. Но поскольку я тогда подумал, что еще не насытился игрой, решил глянуть на вики, что я не прошел и каких боссов не убил. Так как на многих локациях были какие-то шальные тропы, про которые я либо забыл, либо не знал. Поэтому еще немного попытался убить душу пепла, но поскольку не получилось, решил, что судьба мне добить оставшийся контент. Поэтому сгонял в еще одну локацию, встретил там Ацереса, которого мне было очень жалко побеждать, ибо у него ребенок какой-то, и он, походу, перевоплотившийся человек, который все потерял. Короче, послушайте пару моментов, это мега стрём. Он еще и без слов упал, так мне что-то очень жалко стало его. Но он открыл проход к следующему боссу, чемпиону Гундиру, к которому я и хотел прийти. Причем находится этот Гундир в потухшем виде первой локации, где почему-то очень темно и не видно света. Прям те же мобы, та же локация, но босс стал значительно сильнее. Честно, я так и не понял, почему мы с ним снова деремся. Может, мы в прошлом, тут, где он еще не заражен. Но из чисто научного интереса сейчас на монтаже я вычитал, что он действительно из прошлого. И у него когда-то, как у нас, был шанс возжечь пламя в храме огня, но он не успел. И, видимо, вот сел и дожидался нас, но именно судья Гундир, который в начале игры. И вот мы его побеждаем, потому что теперь мы на его месте должны зажечь пламя. Открываем пафосные двери с начала игры, и, по идее, вот тут я должен был пойти и убить финального босса. Но мне очень хотелось поиграть еще, и поэтому я изучил локу катакомбы Картуса, где у меня было 2 новых костра. Там с помощью какой-то баллисты я случайно снес огромного червя. Позже убил, я так понимаю, друга той спутницы, потому что он на меня напал, ее вроде Андре звали или что такое, и оставил свою подсказочку в месте, где на меня упал слайм. Осторожно вверх. Все, ребята, если что, как бы, ну, вы знаете. Позже победил какого-то лоховского босса, точнее, избил. И сейчас, внимание, заюзал эмоцию в подземелье Ретила и оказался на, мать его, секретной локации. Меня переносит на локу. Офигенно! Зашибись, конечно. Я-то до этого сам-то додумаюсь на 100%. Я, конечно же, додумаюсь сам. То есть тут контент, который рядовой игрок без интернета, он, в смысле без интернета, который не смотрит, типа, ничего на вики, там, себе пытается максимально аккуратно, он же этого даже не заметит. Это невозможно. Лока называется Пик Драконов, и на ней находится по инфе с инета самый сложный босс. Плюс, давайте я не буду затрагивать то, что сюда попасть без подсказок и инета невозможно. Примем как должное, что разрабы такое любят. Так вот, я, который убил уже миллиард этих сложных боссов, ожидал очередного лоха, поэтому расслабленно проходил локу, убил легендарную Виверну ударом в падении, до чего додумался благодаря подсказке «Храни этого человека». Офигел здешних очень сложных мобов, которые вот реально мега заряженные, и умер перед челом, который хотел со мной запехаться. Меня сейчас... Ой, блин, тип мне помахал. А пробежав далее, буду честен, по очень красивой локации, позвонил в колокол и пошел по небу, к тому самому сложнейшему боссу игры. Мною ожидалось, что я его быстро попущу, но нет. О, вот он. Тот самый жесткий босс, о котором все говорят, видимо. Ты чё, мудак? Воу. Охренеть. Тихо. Окей, просто неочевиднейшая атака. А, кстати, по лапам намного меньше урона, чем в голове. Ну что? Ну я не вижу даже. Не лочится. Атаковать его нельзя, когда лочишься. Это просто смерть по-любому. А так фиг его убьешь, понял?
Хорошо. Просто почти убил босса, он меня убил атакой, которую я даже не видел. Это я не знаю, это просто ров. Так бы убил спокойно с первой попытки, нет, я сейчас иду, вторую попытку на него трачу уже. Ну да, сдох, конечно. Конечно, конечно. Это ж потому, что мне скилла не хватило, это точно. Это же не потому, что у босса хитбоксов нет. Я не знаю, какой же говноед этот дракон и этот мудак, сидящий на нем. По хитбоксам непонятно, куда что бить, и непредсказуемая атака, которую нельзя законтрить, потому что я не могу залочиться. Блин, ладно, вот это я реально промахнулся. Еще и сдох на последних. Что это за бред? Ну да. Все? Наконец-то сдох? Неужели? Ты еще и спустишься? Но пройдя первую фазу, когда я подумал, что уже победил его, меня настигла грустная новость. У него есть вторая фаза. Хочу обратить ваше внимание на то, что он убил своего, видимо, очень близкого друга, из-за чего у него тряслась рука. Не знаю, что там по лору у игры, но выглядит очень глубоко и круто. Сразу такое не заметишь. А саму вторую фазу можно описать так. Сделал больше, чем одну ошибку, даже если 1,5, не то что 2, значит, умер. Ну, иди ты на... Потому что он, видимо, секретный для тех, кто 100% загуглил и так далее. Он первый, кто действительно первое время казался мне невозможным. И спустя кучу траев я понимал все больше, как работают атаки, когда стоит делать кувырок, когда он стоит. Но все рушится об то, что пока ты пройдешь его первую фазу, более-менее легкую, и дойдешь до второй, от волнения и вот этой его походки уже все забываешь. И можешь слиться, как елбан. С грусти я от такого решил мега прокачаться, ибо мне прям очень сложно. И я пошел фармить тот пик цыплят, где без остановки бэкстабл, то есть делал критические удары в спину этим жирным мега-рыцарям. Ну или куда этот удар идет? Так вот, снял я, значит, на них стресс, почувствовал себя мега крутым, подобрал сноровку против него, то есть щит и кольцо, которое там хоть как-то урон грозы уменьшает, и пошел его траить дальше. Сказать, что это было сложно, ничего не сказать. В сумме у меня на него ушло 1,5 дня. Ночью попытки как-то не задавались, но когда следующим утром я попробовал, наконец-то хоть что-то начало получаться. Ладно, я проснулся где-то час назад, я делал некоторые свои дела, и сейчас я этому уроду на свежую голову пришел давать пиздец. Прям жестких, прям... Все, я просто, как же я заряжен, просто как же он сейчас мне проиграет, вы не представляете, как он, ну, будет именно проигрывать мне в данный момент. Будет именно проигрывать мне в данный момент. Да, я сейчас на печке. Так, я так отхилился, ну что ты делаешь? А я еду на печке по этим глубоким ямкам. Микродозинг. Сколько в день? Да как я что, Емеля? Как я доеду? Я что, Емеля? Наконец-то ты сдох! Челиком бегаете, убивайте его, который у нас с этим... Ты сдох просто! Ох, как я его убил! Забыли, давайте, как будто вы этого не видели, я сейчас просто продолжу говорить, как обычно. Захотел бы я прожить это еще раз? Нет, врагу не пожелаешь. Но это тот самый босс, который мне больше всего запомнился в долгую. Как слышу драконий пик или безымянный король, у меня прям флешбеки. К слову, записи прошло 7 месяцев, просто я откладывал его монтаж. Ну так вот, босса я вальнул, сильно апнулся в скилле после него и вернулся к душе пепла, которая после него мне показалась чуть ли не лоховским мобом с какой-то локации. Да, это финальный босс, да, у него там меняются стили боя прямо во время файта, он очень прикольный, и я убиваю его не на бананах, но победил я его, угадайте, с какой попытки? Правильно, с первой. Ну ты легкий, братан, не, сори, ты легкий, слишком легкий. А вот момент, когда я узнаю, на какую концовку прошел и как выглядит мой перс. Его, к слову, зовут ТГК в описании, я не шучу. Стоп, что? А, это походу конец игры или концовка, или что это? Наш герой очень мощно сидит у костра, пламя возродить не получилось, потому что его огонь очень слаб. И нам просто остается сидеть тут и ждать, потому что эру огня в любом случае нельзя было продолжить. Начинаются субтитры, а я хочу подвести вывод по такой огромной истории и великолепной игре. Все-таки приятно осознавать, что я сделал этого гиганта. Ну так вот, дело в том, что сейчас все популярные видосы про соус-лайки лишь задают тренд на то, что эти игры про сложность, хардкор, все такое, но их слушать стоит
только частично. Потому что так или иначе мы сами выбираем сложность. Если, например, не долутываем Локи и не прокачиваемся как надо на нужных этапах, но если взять мага, то вообще можно пробежать игру чуть ли не без смертей. О чем говорить, если есть заклинание невидимости? Просто в чем тогда интерес? Я вот прошел, засчитаю, гигачат класс, то есть классический рыцарь, такой воин, и испытал тот экспириенс, который должен был, и вам советую того же. На словах игра может показаться не такой великолепной, как на деле, ибо пока ты не вольешься, пока ты не поймешь кайф всех этих замков, которые я, кстати, полюбил из-за вот этого третьего ДСа, игра может как какая-то книга или сериал раскрываться не сразу. И точно так же, как какой-нибудь культовый фильм, должна быть вами опробована. Но без предвзятости и вечного нытья про то, что ну это же хардкор, что-то вообще не хардкор. Пока монтировал видос, вдохновлялся многими другими роликами про эту игру и в принципе про соусы, и все почему-то очень зацикливаются именно на сложности. На моем примере вы можете заметить, что это неправда. Никто не раскрывает гигантский лор позади франшизы, никто не пытается посмотреть глубже, чем, ну, игра, короче, сложная. Что лично меня бесит, и я хотел поделиться настоящим объективным мнением об игре с тобой. Надеюсь, мои слова не пролетят мимо твоих ушей. Игра прекрасная, попробовать стоит, только там интерфейс говно и привыкать долго придется, но зацикливаться на негативных мыслях не стоит. И спасибо моему выдуманному другу за клипы с Папичем.